Бадра Гумба решил доказать всем своим кураторам, что он тоже имеет свой вес, что у него есть язык и он способен разговаривать. Я думаю, все прекрасно помните, когда он стал так называемым президентом Абхазии, он был тише воды, ниже травы, вообще его не видно, не слышно было, все решал Кириенко. Но тут вдруг он осмелел. Конечно, после того, как съездил на 9 мая, встретился с президентом Российской Федерации. И по возвращению в Абхазии он выдает что-то новое. Бадра Гумба дал интервью с таким посылом, чтобы его заметили в Тбилиси, то есть обратили на него внимание. Он высказывается о том, что если Тбилиси хочет наладить диалог между Сухуми, то они, то есть грузинские власти, обязаны признать Абхазию, подписать акт о ненападении и смириться с тем, что Абхазия на сегодняшний день является независимым, полностью свободным государством. Вы можете это, кстати, вот здесь все прочитать. Смотрите, как интересно получается. Еще вчерашний манекен в костюме, которого затмевала даже тень Кириенко, сегодня уже, после того, как посетил Российскую Федерацию, пытается диктовать и выдвигать ультиматумы от своего имени в сторону Тбилиси, до официальных властей Грузии. Друзья, я, конечно, не знаю, кто из вас как может воспринять данное высказывание, но если быть честным, мое мнение, я думаю, ни одно лицо, которое сегодня официально может представлять Грузию, не обратит внимания на данный бред. Более того, не воспримет это всерьез. Мы все прекрасно знаем, в Абхазии сегодня решают русские все. И я думаю, что даже вот эту речь, которую толкнул Бадра, он сначала позвонил, спросил, можно так сделать, сказать. И только когда ему дали ответ, что да, Бадрик, сделай, он начал это говорить.